27 августа – День российского кино. Точнее будет сказать, что это День советского кино. Все мы помним, что первый публичный платный сеанс короткометражек братьев Люмьер состоялся в Париже 28 декабря 1895 года. И именно этот день отмечается как Международный день кино. В России такой показ состоялся в мае 1896 года в Санкт-Петербурге. А через год, 2 мая 1897 года, прошел первый киносеанс в городском саду Казани. 27 августа 1919 года был издан декрет Совета народных комиссаров о национализации кинодела в стране. С этого времени вся фото- и кинопромышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения, который возглавлял Анатолий Луначарский. В память об этом событии дата 27 августа и стала считаться Днем советского кино. Первый татарский игровой фильм «Булат Батыр» появился в 1926 году, а в 1932 возникла первая казанская студия кинохроники. На рубеже 20 и 21 веков татарстанский кинематограф оказался практически уничтоженным. Но остались энтузиасты, которые, несмотря ни на что, продолжают снимать наше национальное кино. Будет ли возрождение, размышляет Зуфар Давлетшин. Пожалуй, именно настоящей жизни часто не хватает в современных сериалах. Если в кадре она есть, то и кино должно стать успешным. Собственно, как сама жизнь, если она настоящая. Бразил сериалларын күрсәткәч, түрек сериалларын күрсәткәч, Азия сериалларын күрсәткәч, халык туйды. Хәзер халыкның безгә иң төп соравы менә үзебезнең сериаллар булсын, безнең тормыш турында, безнең яраткан артистларыбыз белән бергә. На данный момент речь о 20-серийном фильме, который в скором времени выйдет на канале ТНВ. Основные сцены снимались в Тюльчинском районе. Это история о возвращении городского жителя в родную деревню со стереотипами многолетней давности. Некоторое время назад было популярно выражение «дауншифтинг», когда ты, наоборот, понижаешься в статусе. А здесь, как бы ожидая дауншифтинг, как раз-таки то, что ты поедешь в деревню и устроишься в более такое упрощенное рабочее место, ты, наоборот, вынужден соответствовать этому месту. Сейчас фильм в процессе монтажа и до съема небольших эпизодов, костюмерное и гримерное в походных условиях. Татарское кино, несмотря на определенные стереотипы и ограничения, все же стремится к современности, не забывая при этом о классике советского кино. Помнишь, был фильм, который Иван Васильевич меняет профессию? Зиночка, я выхожу замуж, уезжаю в Гагры. Вот ты такая же. Второй дубль. Завоевать мир кино. Такую непростую задачу ставят перед собой кинематографисты Татарстана. Пока же киножизнь республики бьет небольшими ключами. Но родники эти пробиваются все чаще в разных местах, и течение их становится все сильнее. Когда-нибудь, наверное, эти потоки вольются в один и станут большой рекой. И каким руслом она пойдет, зависит в том числе и от внешнего воздействия. У нас сейчас появляется, мне кажется, такая новая волна татарстанского кинематографа. Это и молодые кинематографисты, и кинематографисты мои коллеги. Кино Татарстана переходит на такой уровень, когда им надо уже серьезно заниматься. То есть не разные личности в разных углах разговаривают на эту тему, а вот такая консолидированная, объединенная должна быть история. Если такое внимание будет в эту сторону, то будет и жизнь там. Все чаще в картинах татарстанских кинематографистов принимают участие известные актеры, операторы, сценаристы большого российского кино. Только в этом году самостоятельно и совместно с другими странами и регионами России снято, монтируется, продолжаются съемки около 10 полнометражных и короткометражных, игровых и документальных фильмов и сериалов на русском и татарском языках. Как только вы слышите, приготовились, полная тишина на всей съемочной площадке, в том числе возле буфета. С полным погружением в атмосферу в эти дни в Роднослободском районе с участием сборной команды из разных регионов, как по техническому, так и по актерскому составу, снимается фильм «Бери да помни». История, основанная на известной в татарской среде игре с ломанием куриной вилочковой кости «Жадащ». Для местных жителей целое событие, и это потенциальные первые зрители.
И у нас история про бабушку и дедушку, которые должны рассказать внуку о том, что родители больше не вернутся. И вот они оттягивают этот процесс, как бы такое остановившееся время вдруг начинает двигаться, и вся деревня заражается этим вирусом, и все играют в игру и осуществляют свою мечту. Несмотря на то, как я сейчас рассказываю, у нас очень позитивная история. Это немножко свистит. Есть потом. 12:31. Тишина! Начали! А это уже о другом фильме. Картине по произведениям Амирхана Яники «823 километр», съемки которого проходили в Сабинском районе. Сценарист московский Валерий Байкеева, остальная команда местная. Деревня – тема, к которой сейчас чаще всего обращаются кинематографисты республики. Еще одна из таких историй – фильм «Микулай». На главную роль в фильме согласился народный артист Виктор Иванович Сухоруков. Звучит как красиво. Мы поднимаем очень важные актуальные проблемы, касающиеся малых народов. Сейчас фильм снят. Его режиссер в эти дни в Москве, где проходит постпродакшн. Говоря простым языком, шлифовка. Работа над качеством изображения, звука, спецэффекты и так далее. По мнению Милюша Тугановой, руководителя учреждения культуры «Татар-кино», единственной на сегодня официальной государственной структуры, отвечающей за кино, есть у нас в республике специалисты, готовые обеспечить тот самый постпродакшн. Здесь же, к примеру, происходит дубляж зарубежных фильмов, присланных на Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который проходит ежегодно в сентябре. Образовательные учреждения есть, студии есть, звуковые, их уже очень много, и ребята уже даже в 5.1 переводят. Так почему нам не сконцентрировать все эти силы и не сделать мощный кинокластер в Татарстане? Сейчас пока это такая очень единичная, хаотичная история. Все очень хаотично, это да, очень хаотично. Часто очень мы сталкиваемся с тем, что люди, которые могут достойно, профессионально снять, не имеют доступа к кинематографу, и многие уезжают в Москву. Картина Эльдара Ягафарова «Сенмесес. Живы ли вы?», вышедшая на экраны год назад, собирает полные залы в других регионах страны и зарубежья, где живут татары. Фильм – победитель фестиваля «Золотые ворота» в Пскове и Шукшинского кинофестиваля, проходящем на родине известного советского режиссера и актера. На этой неделе при аншлаге прошли показы в Москве. Это уже, по словам режиссера, не фольклорно-мусульманская история. Но приходит и усталость, Зафар, от того, что постоянно мы находимся в борьбе. А у меня такое ощущение складывается, что никто ничего не хочет делать с этим национальным кино. Ни на уровне Госсовета, ни на уровне правительства. Я говорю о том, чтобы наше все-таки, наше руководство, по-другому не скажешь, начали серьезно относиться к кинематографу, как к инструменту продвижения имиджа Татарстана. Вот это очень важно. Кинематографисты Татарстана сейчас, скорее не благодаря, а вопреки всему, и уже даже не мечтают, а стремятся к тому, чтобы все-таки кино Татарстана из такого подросткового стало взрослым, чтобы появилась инфраструктура и съемки стали стабильными, а не так, как сейчас это происходит, кто-то с кем-то договорился, где-то как-то сняли, и кино получилось. Что все-таки в конце концов населенный пункт с названием «Кино Татарстана» стал действительно населенным, а не просто пунктом. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, 7 дней.